Дмитрию Золотухину было всего лишь 49 лет. Он был человеком, который очень любил жизнь, семью, друзей. Дружил, работал, мечтал. Его жизнь оборвалась 26 июля. Родился Дмитрий Вячеславович 5 января 1972 года. Вырос в городе Канаше, в прекрасной, любящей семье. Дмитрий был заботливым отцом, любящим мужем, замечательным сыном, хорошим братом и надежным другом. С Димой познакомились мы в педучилище. Он тогда работал в правкоме. Я учился. С самого раннего возраста, как говорится, с самой ранней юности мы вместе с ним затеивали всевозможные квесты. Тяжело говорить, конечно. Нас познакомил один общий знакомый. Что-то так как-то мы в одной компании так вот познакомься. Это Дима, меня представили. То есть и вот с тех времен мы с ним вместе. Судьба нас сталкивала постоянно, то есть и на телевидении, когда он был руководителем, даже не то, что руководителем, когда он был даже еще просто видеооператором, когда он уже стал руководителем телевидения. Такое ощущение, что Дима был в моей жизни всегда. Сначала, допустим, мы там были маленькие, потом подросли. Жизнь на какое-то время там разводила нас в разные стороны, у каждого было что-то свое. Но для себя я знала точно, что даже вот не видя с ним год, два, три даже, я могу так же, как раньше, позвонить и сказать, что у меня на душе. Мы познакомились с дядей Димой, когда мне было всего 4 года. Я пришла тогда на телевидение и не знала ничего, как вести себя в кадре, что нужно говорить, кто такой оператор. Он меня всему этому научил и поверил в меня. Первая встреча у меня с ним состоялась, когда я пришла на работу в 2007 году. Он работал начальником отдела рекламы. Я пришла, работала сначала в отделе вещания менеджером, а потом меня перевели в отдел рекламы. И вот начальник мой, Дмитрий Вячеславович, но он нам всегда говорил: называйте меня Дима, давайте по-простому. С этим человеком связана моя жизнь на телевидении, так как в 2007 году, когда вплотную мне пришлось столкнуться с телевидением, будучи он директором. В январе 2003 года устроился на Канашской студии телевидения. Тогда и первый раз познакомились с Дмитрием Вячеславовичем. Как вам запомнилась первая встреча? Первая встреча, как всегда, как и предыдущие дни, когда начали работать шуткой, прибаутками. Он очень любил шутить. Особенно первое время было не по себе, потому что кто не работал в телевидении, они не поймут. У нас своеобразный юмор был. Потом привык, уже сам начал также шутить. Все у них учились у старых работников. В телевидение я пришла в 2002 году. Мне взяла бывший директор Валентина Анатольевна. Да, вот она меня взяла к себе. Там я познакомилась с Димой. Дима был там видеооператором. А потом уж стал он директором. Не похожий на всех, светлой души Дмитрий всегда был поддержкой своим родителям.
и в радостных, и в сложных моментах. Родителям как он относился очень хорошо. У него мама была, по крайней мере, сколько я знаю, Тамара Евгеньевна, это была, мне кажется, все-таки же идеалом для него. К маме он относился очень хороший. Он не говорил: найти бы мне как маму, найти бы мне невесту как маму. И вот нашел он будущую свою возлюбленную. Около 10 лет Дмитрий проработал на Канашской студии телевидения. Он по крупинкам развивал телевидение в городе. От оператора до директора телевидения Дмитрий Вячеславович был настоящим профессионалом своего дела, специалистом с большой буквы. Многие его коллеги научились у него азам телевизионного мастерства и по сей день пользуются его советами. Он был очень терпелив и отзывчив, всегда мог выслушать каждого, кто обращался к нему за поддержкой, что-то посоветовать, выручить, никому не отказывал в просьбах. Давай сначала с этой сделаем, вот, давай с этой сначала. Если хорошо с этой книжкой получится, то тебе большую дадим. Вот ты силач, сейчас перевесь. Но так как он был моим начальником, он был моим, скажем так, куратором в сфере рекламы, потому что я туда пришла желторотым цыпленком, я не знала, что такое телевидение вообще. Вот. Главный редактор Наталья научила меня азам сюжетов, передач. А Дмитрий Вячеславович вот рекламному ходу. Как ставить рекламу, как общаться с рекламодателями, что мы должны видеть, как мы должны это преподнести до зрителя. Всему этому вот учил он нас, всех, кто работал в его отделе. Если мы называем имя Дмитрия Золотухина, то необходимо добавить слово «телевидение», потому что именно с этой сферой деятельности он ассоциируется. Мы познакомились с ним там, на телевидении, и наш коллектив. Он работал тогда директором Канашской студии телевидения. Стоял он у самых истоков начала работы телевидения, был и оператором, и журналистом, и ведущим передач, но мы и наш коллектив знают его именно как руководителя. Это были самые лучшие годы работы на телевидении. Самые плодотворные, самые творческие, самые масштабные. Потому что они начинали в 1993 году, в декабре. Они продолжали длительное время работать. И после того, как я купил телевидение, он передавал, мы еще год с ним работали. И он, будучи директором, не возносил себя, а он поэтапно передавал, учил, показывал, и мы плотно сотрудничали. В дальнейшем нас судьба с ним столкнула уже на студии Канашского телевидения. Мы тогда были у истоков, это находилось еще в заводоуправлении вагоноремонтного завода. Нам дали помещение небольшое под телевидение. Программ никаких как таковых не было. Были обычные видеокассеты, которые мы по времени должны были с ним совместно менять поочередно. Крутили фильмы, музыкальные клипы всевозможные до самого позднего времени. После этого судьба нас как-то разлучила. Я уехал в одном направлении, он в другом направлении пошел работать. Судьба нас сталкивала постоянно. То есть и на телевидении, когда он был руководителем, даже не то, что руководителем, когда он был даже еще просто видеооператором, когда он уже стал руководителем телевидения. Просто во время съемок каких-то либо передач мы всегда шутили, всегда там друг над другом, может, так подшучивали. Вот. Ну, прям не знаю, прям сейчас, в данный момент, прям вспомнить, наверное, это тяжело. Просто еще даже, наверное,
Мозг еще даже не осознает того, что человека нету. Только вроде он заходил в гости, мы общались с ним. Это шок просто. Как-то просто невозможно сказать, что он был, его нет. Я думаю, что все те, с кем его сводила судьба в этом мире, они будут его помнить. И я надеюсь, даже те, кто, может быть, был несправедлив к нему, они сейчас поймут, что этот человек мог бы, конечно, повести себя совсем иначе. При желании он бы мог кому-то даже, может быть, отомстить за его неправоту, но он этого никогда не делал и никогда бы не сделал. Просто он был выше этого. Мы, конечно, тоже не могли поверить, что к нам на съемки больше не придет наш дядя Дима, не пошутит, не поможет Ренате Маратовне, когда она уже устала, не знает, как собрать всех, не научит правильно крепить петлички детей, не расскажет, как он собирал материал, как он учился, его студенческие годы, когда он учился, как он снимал, как он ездил за камерой. Мы с детьми на занятиях, раскрыв рты, вот так сидели, слушали. Очень печально, и не хочется понимать, что мой любимый оператор, наставник, дядя Дима, что я больше его не увижу. Дмитрий обладал изысканным чувством юмора. Рассказываемые им бесчисленные веселые истории, шутки и анекдоты могли развеселить кого угодно. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Ах, как у вас красиво! Какие вы все нарядные! А какая у вас елочка-красавица стоит! А два кольца, два конца? Да. Посередине гвоздик. Давай, нажми. Вот, видишь, отгадала. Самый любил он ценить людей. Вот, поэтому дружбу ценить, вот это самый такой навык. И человека, который, как бы сказать, работает от души, он всегда ценил. Может, у него не получается, всякое бывает, да, но он это ценил. Помогал, чтобы как положено, чтобы было. Вообще по жизни он шел легко. Несмотря на то, что в жизни много трудностей бывало, каких-то таких вот ежедневных проблем, он всегда говорил: все будет хорошо, мы все сумеем, все переборем. И в принципе так он и жил. Весело, широко шагая. У него было много друзей, много коллег, партнеров, которые работали с ним и в сфере рекламы, и уже после того, как вот он ушел с телевидения, он занялся своей какой-то вот частной работой. Везде его любили, уважали. Но для телевидения, конечно, он был человеком, который, наверное, умел все. Он умел объяснить любому, что такое телевидение, с чем его едят, вот, что телевидение должно донести до зрителя, как мы это должны видеть. Технически он был очень подкован. Вот все наше оборудование, которое приобреталось, он приобретал сам лично. Он все перепроверял, смотрел. Он уже понимал, для чего, какое оборудование нужно, как это нужно использовать. Те передачи и вот рекламы, которые мы в свое время, это еще когда
наше телевидение базировалось на ВРЗ, в Дом быта, вот, когда мы еще там работали. Поток вообще вот этих передач, рекламных роликов был просто огромный. Сам как человек он был веселым, он мог шутить, он мог подсказать, он на самом деле работник телевидения, коммуникабельным был. Сама добродушность, спокойствие. Я никогда не видел его в таком нервном напряжении, злом, с таким характером, с каким-то возбужденным, нервным. Нет. Постоянно спокойствие, сама невозмутимость, можно сказать. Вспоминаются, естественно, юношеские года, наша бурная молодость. Я с Димой знаком был, наверное, лет 30 уже. И знаю его, наверное, с момента, когда он пришел с армии. Помню его стройным, молодым, поджарым. Конечно, это шок, то, что он так безвременно ушел, всего лишь 49 лет. Это самый расцвет. 2 детей, маленьких детей, которых надо поднимать. Диму любили все. У нас на студии собирались и молодые, и пожилые. К нам приходили поэты и писатели, спортсмены и артисты, главы и депутаты, руководители и предприниматели. Дима поистине был народным. Он очень любил людей, хотя работал директором студии, но он всегда со всеми был на «ты» и всегда был своим. Вот нашел свою возлюбленную, не обижали, жили они хорошо, как папа, как супруг, только хороший. Плохого ничего не могу сказать. Жили рядом, часто я его встречала, всегда с улыбкой, никогда мимо не пройдет, и сама мимо не проходила, всегда здоровались. Я очень любила съемки с дядей Димой, даже когда сама была в кадре, потому что он во всем мог мне помочь. Подкорректировать текст, подправить волосы, все, расставить цвет. И он так многому меня научил, и я только сейчас понимаю, насколько много он мне дал. Очень трудно осознать, что его больше нет. Я не могу в это поверить до сих пор. Я узнала об этом, и мне просто перед глазами принеслись все наши смешные моменты, веселые. У нас не было плохих, грустных моментов. Я не могу вспомнить. Не было ни одного у меня с ним момента, когда мы, может быть, друг друга не поняли. Потому что он был очень светлый человек, очень добрый, и он был не такой, как все. От него прям шел вот этот вот свет, радость. Люди искренне будут вспоминать о нем. Даже за каждую его вот небольшую какую-то, я не знаю, за какую-то мелочь даже. Может быть, он там улыбнулся соседке, старушке, помог там решить какую-то проблему, похихикал, там посмеялся, рассказал анекдот тому же, там, дяде Васе. Для него это не было чем-то зазорным. Он общался со всеми. И я надеюсь, что люди будут вспоминать о нем только хорошее. С супругой Римой Дмитрий познакомился на работе. Дмитрий был прекрасным семьянином. У них с супругой подрастают 2 замечательных сыновей. Но если говорить о том, о их встрече с супругой, с Римой, тоже у них как-то очень просто завязались отношения, так легко. Они познакомились у нас на работе. Она пришла молоденькой девочкой к нам, устроилась работать секретарем руководителя. И Дмитрий Вячеславович начал за ней ухаживать. Все было очень красиво.
И в один прекрасный день мы узнаем, что они уже начали встречаться, что решили пожениться, и мы, весь коллектив, были приглашены на свадьбу. Да, свадьба тоже была очень яркой, веселой, доброй. Вот. Ну, счастливая семья. Видно было по их глазам, что они действительно любили друг друга, были счастливы. И сейчас вот их счастье – это их дети. Ну, если я уверен в этом, то они в телевидении познакомились. Если они до этого не были знакомы, я не могу сказать, утверждать стопроцентно. Мне кажется, все-таки же они в телевидении познакомились. Обязательно. И на свадьбе был. Что на свадьбе? Ну, мне самое так запомнилось, что это около дома Римы, ну, будущей жены, на всю улицу крикнула: «Римма, я тебя люблю, давай выходи за меня замуж». Это я помню. Я только могу сказать, когда они, видимо, собирались жениться, накануне праздника 23 февраля я решила сделать приятное. Купила там гостинцы, поздравить с праздником. Я поздравила, и тут же прибежала Римма. Ну, я, конечно, не знала, что она его возлюбленная. И она поздравила, тоже присоединилась. Может быть, я вот присоединюсь, и она присоединилась. И так вот, и время идет, и в летнее время, в сентябре, сыграли свадьбу. Вот переоделись в Диму, в невестку переоделся парень, и несут сюрприз, коробку. Несут, так как будто тяжелый, несут, и раз, коробка раскрывается, и летят шары с конвертиком. С будущей супругой Римой Дмитрий познакомился тоже в стенах телевидения. Она к нам пришла совсем молоденькой, с педучилища для прохождения практики. У нас и осталось работать, осталось и в жизни Дмитрия. Не только по работе. И когда он женился, работая на телевидении, он познакомился со своей супругой, пригласил на свадьбу, самые теплые, дружеские, тяжело, которые выходят изнутри, отношения и воспоминания о нем. Образцовый отец и супруг, надежный тыл и опора. За ним семья была, как за каменной стеной. Ну, насчет отца могу сказать одно, что поверхностно знаю, но он самый первый ребенок у меня Миша был, родился Миша. У него в устах было Миша, 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 все время Миша. Я считаю, был хорошим отцом, потому что человек просто так постоянно имя своего ребенка не называет. Я надеюсь, что его мальчишки, его сыновья, вырастут такими же, как и он. Потому что основное все закладывается в детстве. И я считаю, что этим мальчишкам очень здорово повезло с отцом. Потому что он был не только человек с большой буквы, но и отец, родитель с большой буквы. Мне трудно говорить, извините. Его личные качества – активность, жизнерадостность, а также предприимчивость –
целеустремленность были для всех примером. Запомнился как добродушный, никогда не унывающий человек. Я думаю, что такие люди, как Дима, они не уйдут в небытие никогда. Он был слишком ярким, слишком неординарным. Сколько людей в городе, столько, наверное, и мнений о нем. Может быть, кто-то считал его не таким положительным. Кто-то, наоборот, восторгался его добротой и умением найти общий язык с любым человеком. Но, тем не менее, он умел быть разным. Он понимал проблемы и уровень любого человека. И, может быть, поэтому он казался кому-то немножко не таким, как все. А он действительно был не такой, как все. Он никогда не ждал награды за что-то. Он всегда готов был прийти на помощь. Причем проблему человека он умел настолько тонко чувствовать, что ты еще не успеваешь даже толком рассказать, а он может уже подсказать себе выход из создавшейся ситуации. И всегда это с юмором, причем с достойным юмором, который никогда не обидит, но тем не менее он мог и о недостатках человека сказать, и о его достоинствах. И всегда это было настолько душевно, чутко, тонко. Ну, я говорю, это прежде всего, наверное, шок. Потому что, зная Диму, то, что, во-первых, он служил в ВДВ, и как-то 2 августа мы по поводу десанта постоянно шутили, потому что мой старший сын, он тоже служил в рядах воздушно-десантных сил. Не знаю, слов нету, просто опустошение. Он очень добрый человек, очень отзывчивый человек. Он тот человек, который всегда тебе поможет. Даже если он очень сильно занят, если у него нет времени, он всегда тебе поможет. Я называла его всегда дядя Дима. И он помогал мне не только в работе, в каком-то профессиональном плане, он помогал мне в жизни. Советовал, шутил постоянно шутки, анекдоты. В последние полгода мы вместе с ним, с детьми, воспитанниками студии, создавали небольшие проекты, снимали видеопередачи, и мои воспитанники очень сильно его полюбили. Когда я спрашивала у них: ребята, кто же такой оператор? Они все хором отвечали: это наш дядя Дима. Обнимали его всегда. И в моей памяти он всегда останется как учитель, самый светлый, добрый человек и учитель. Учитель не профессии даже, а жизни. Потому что он меня очень многому научил в жизни, как правильно руководить, подсказывал. Диму любили все. И он поддерживал любую новую идею, любой новый проект. Никогда не говорил «нет», никогда не говорил «делайте». Он всегда пропускал каждую передачу через себя. Он ее финансировал, он находил средства, он находил оборудование или то, чего не хватало. Но эта передача или этот проект, как правило, всегда выходил в эфир. Более 9 лет Дмитрий Золотухин являлся директором Дворца культуры. Он был всецело преданный делу. Добрый и отзывчивый Дмитрий Вячеславович был талантливым руководителем, который навсегда вписал свое имя в историю города.
тот момент, даже когда вот он был здесь директором Дворца культуры, тоже частенько заходил к нему, мы общались, были хорошие дружеские отношения. И вот, конечно, это было шоком вчера узнать, что его уже нет с нами. Позже Дмитрий Золотухин работал директором Дворца культуры. Где бы ни работал, он обладал всегда очень редкими человеческими качествами. Это честность и справедливость. Он всегда работал для людей и вместе с людьми. Поэтому мы его будем помнить всегда, его невозможно не помнить. Смерть буквально потрясла нас и застала врасплох. Сразу вспомнились все годы работы на телевидении. До сих пор крутятся архивные съемки. Мы можем в эфире увидеть с его участием и передачи, и новости. Поэтому, Дима, ты всегда будешь в наших сердцах. Мы тебя никогда не забудем. Я в это время уже ушел из телевидения, работал в администрации города водителем. И поэтому по работе мы всегда встречались. Никогда друг другу ничего не отказывали. Бывало так, что машина занята, ему нужно, он звонил, я говорю, подожди немножко, я говорю, освобожусь, сразу подъеду. Ну, по работе все. И дружили с семьями тоже. Светлая память об Дмитрии Вячеславовиче навсегда останется в наших сердцах. Близкие и родные Дмитрия, в эти тяжелые для вас дни мы разделяем тяжесть утраты и желаем вам крепости духа и стойкости. Я бы хотел пожелать родным, жене, детям держаться в тот трудный момент. И труд его, который он внес для развития телевидения города Канаш и Канашского района, не будет забыто. Мы, живущие, будем продолжать дело начатых нами руководителей. Не подведем. В завершение хотелось бы принести соболезнования его семье, близким. Дима, ты всегда останешься в наших сердцах. Мы тебя будем помнить таким, каким ты был, веселым и жизнерадостным человеком. Родным и близким прошу держаться. Держаться. Жизнь продолжается, обратно не вернешь. Будьте здоровы. Примите мои искренние соболезнования, семья, близкие Дмитрия Золотухина. Он запомнился нам как улыбчивым, добросердечным, порядочным, настоящим гражданином нашей страны, нашего города. Хорошим другом, хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим руководителем. Пусть земля тебе будет пухом, Дима. Да, хочется сказать, конечно, соболезнования маме. Это для нее, наверное, самая такая утрата, потому что он старший, первый ребенок в семье. И, наверное, первенец – это есть первенец. А Риме, детям, всем близким, сестре Свете, конечно же, держаться. Глубокие соболезнования по поводу кончины Димы. Он будет радоваться за нас, и главное, нам его не подвести. Я выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Да, сейчас тяжело и его близким, и мне, и всем, кто его знал. Но пройдет некоторое время, и мы просто как-то свыкнемся с этой мыслью, что да, его нет рядом, но душа его все равно где-то здесь. Мы все равно будем чувствовать его присутствие.